прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Отдых, чтобы набраться сил. Теперь у них каникулы будут через каждые 5 недель. 1 неделю дети будут отдыхать. Школы Грозного переходят в триместровую форму организации обучения. Одно из главных преимуществ для детей – каникул будет больше. Развивая цифровые технологии. Стараемся как можно скорее реализовать те задачи, которые перед нами ставит рынок. Состоялась межрегиональная конференция EAT Connect. О подписанных соглашениях, целях и участниках форума расскажет Амина Тупилагова. Ягодный вкус лета. Здесь 90 тысяч корней, как вы видите, это очень кропотливая работа. Кассетная рассада растет на протяжении 20 дней. В селении Гойское выращивает клубнику. Поделимся секретами хорошего урожая. Общеобразовательные организации Грозного перешли на триместровую форму обучения. В данном формате уже несколько лет организован процесс в 8 столичных школах. В данном случае в учебном году вся нагрузка делится равномерно на 3 триместра по 3 месяца. Наталья Депутатова разбиралась в плюсах и минусах данного режима обучения. Многие школы России сейчас практикуют триместровую систему обучения, которая имеет свои особенности и нюансы. Такую практику решили ввести и в грозненских школах республики. Как пилотный этот проект в некоторых учебных заведениях столицы региона стартовал еще в прошлом году. Главная обязанность школы – дать детям определенное образование. Главная задача учителя – освоить основную образовательную программу. Вот для того, чтобы разгрузить немного детей, родителей, учителей, мы решили ввести триместровую систему. Что это даст? Во-первых, разгрузит детей. Дети будут возможность иметь, если сейчас у них каникулы между четвертями 3 раза в году, мы исключаем летние каникулы, то теперь у них каникулы будут через каждые 5 недель, 1 неделю дети будут отдыхать. Одной из особенностей такого обучения являются более частые и менее длительные по времени каникулы. То есть каждый триместр, в свою очередь, делится на модули. В конце каждого школьникам предоставляется недельный отдых, в течение которого ребята могут закрепить полученные знания дома. Четверти были довольно-таки неравны по своей продолжительности. Первая четверть 2 месяца, вторая четверть 1,5 месяца, потому что новогодние праздники начинаются. Третья четверть, она 3 месяца длилась. Четвертая четверть апрель учебный, а май, как мы знаем, он у нас весь праздничный. В случае триместровой системы учебный год делится на 3 триместра. Каждый триместр состоит из 2 модулей. Модуль длится 5 недель. Между 2 модулями неделя получается перерывы. Для ребят такая система обучения более комфортна. Например, ученик 9 класса математической школы номер 1 имени Хамзата Ибрагимова Дыни Умаров обучается так уже 2-й год. И по его словам, более частые и короткие каникулы дают возможность разгрузить мозг, несмотря на домашние задания. А в середине триместра на отдыхе дома можно посещать кружки и разные секции. Мне лично, и, наверное, со мной много кто согласится, эта система нравится больше, потому что там нет никаких неопределенностей, как в четвертях. То есть у нас есть определенный срок, 5 недель – это модуль, и потом недели, чтобы разгрузиться. И дальше начинается еще 2-й уже модуль. Получается, 5 недель нам дается, чтобы усвоить какой-то материал, сдать этот материал на модульный контрольный и выйти на отдых, чтобы разгрузиться от всяких ненужных мыслей и с чистым разумом прийти на следующий, чтобы также хорошо усвоить нужную информацию. У учителей также появляется больше времени на составление программ и поурочных планов. К тому же в середине триместра у преподавателей есть возможность выявить наиболее слабых учеников, чтобы направить больше внимания на работу с ними. Учитель, когда готовится к урокам и планирует свою деятельность в течение учебного года, он может разбить темы, которые изучаются в школе, на определенные большие блоки в длительностью в 5 недель. И это помогает более углубленно рассмотреть тему, централизованно изучить ее и более крепко эта тема усвоится у детей.
Руководство региона делает большой акцент на развитие системы образования в целом. И в случае успеха с этим проектом, по оценкам учителей, отзывам родителей и учеников, в дальнейшем планируется перевести все школы республики на обновленную систему обучения. По триместровой системе обучения уже с 9 октября в школах Грозного начнутся недельные каникулы. За это время ученики смогут отдохнуть и усвоить накопленные знания, а преподаватели успеют составить план обучения и подготовить материал для изучения на следующий триместр. Наталья Депутатова, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась межрегиональная конференция EatConnect. Она ориентирована на разработчиков и пользователей цифровых технологий и продуктов. Всего участников 165, среди которых представители органов власти со всего СКФО. Амина Тупилагова расскажет о подписанных соглашениях и целях форума. Она станет сильным импульсом для развития IT-сферы. Ежегодная EatConференция – праздник инноваций и технологического прогресса, посвященный повышению уровня информационных технологий в Чеченской Республике. Нынешние реалии затронули все сферы жизни, IT не исключение. EatConnect 2023 – мероприятие, нацеленное на то, чтобы разработчики и пользователи цифровых технологий и продуктов встретились на площадке проведения конференции, организованной компанией Tredit совместно с администрацией главы правительства Чеченской Республики и Министерством транспорта и связи региона. Tredit – это IT-компания, которая предоставляет большой спектр IT-услуг. В первую очередь это поставка, обслуживание и внедрение. То есть у нас проблемы какие бывают? У нас нет компетенций в Чеченской Республике. А с помощью команды Tredit, я думаю, эта компетенция будет всех удовлетворять и закрывать вопросы IT. Современные технологии могут значительно улучшить эффективность оказания услуг. В рамках импортозамещения государственные организации и субъекты переходят на отечественное программное обеспечение. Состоялось подписание ряда соглашений. Сегодня подписали соглашение с одной из отечественных фирм Usergate. Соглашение о намерении, в рамках которого в дальнейшем мы будем сотрудничать с данной компанией в рамках перехода на импортозамещение, то есть будем менять и оборудование, и программное обеспечение на отечественное. О необходимости перехода на отечественные цифровые продукты в администрации главы и правительства Чеченской Республики заговорили еще в 2012 году. Российские компании вызывают больше доверия и являются безопаснее для госучреждений, поэтому работа по импортозамещению началась давно и опыт уже имеется. Допустим, вот администрация – это около 400 компьютеров. В Чеченской Республике около 6 тысяч организаций. Если только взять органы исполнительной власти, это 33 органа исполнительной власти, то это около 3000 компьютеров. Если все они начнут внедрять, мы можем им помочь советом, приемами, то есть у них будет как бы бесплатная техническая поддержка, консультант. В рамках конференции было подписано соглашение между администрацией главы и правительства региона с компаниями «Мой офис» и Red Soft. Такой шаг имеет ряд преимуществ. Преимущество нашей программы обеспечения заключается в том, что мы собираем обширную обратную связь от заказчиков и стараемся как можно скорее реализовать те задачи, которые перед нами ставит рынок, чтобы у заказчиков получить качественное российское программное обеспечение. Повышение уровня информационных технологий в госучреждениях региона позволит оптимизировать бюрократические процессы, улучшить взаимодействие граждан через цифровые каналы, обеспечить более прозрачное и удобное взаимодействие с обществом. А самое главное, процесс будет более безболезненным и безопасным. Амина Тупилагова, Сайтали Ампукаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На дорогах Грозного ведутся работы по установке новых типов канализационных люков. В рамках реализации муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства города уже установлено 88 плавающих люков и заменено 12 решеток ливневой канализации непосредственно на дорожном полотне, а не на бетонных конструкциях колодца, за счет чего объекты не подвергаются деформации, что позволяет продлить срок их службы. Когда и как сажать клубнику, чтобы она принесла богатый урожай? Вопрос, которым нередко задаются садоводы. Но в этом деле важно все, начиная с грунта. Все секреты посадки и ухода знают в селе Гойское. Там на 6 гектарах посадили 7 сортов ягоды. Мадина Кураева разбиралась во всех тонкостях такого сложного искусства, как садоводство. Для посева селение Гойское подготавливают 6 гектаров земли. Клубнику обычно сажают весной или осенью. К сожалению, в этом сезоне фермеры понесли большой урон. Из-за сильных дождей и града собрать урожай не получилось, но на этом не останавливаются.
В этом году планируют посадить 7 сортов клубники. Здесь 90 тысяч корней. Как вы видите, это очень кропотливая работа. Кассетная рассада растет на протяжении 20 дней. Такая практика распространенная и позволяет получить здоровые растения. Кроме того, клубника, которая растет в осенний период, бывает особенно вкусной благодаря благоприятным условиям для роста. На полях работает большая дружная команда. За плечами Ломали Дадаева большой опыт в сфере сельского хозяйства. Выращивает он клубнику по индивидуальной методике. Мы по новой технологии, которые мы думаем, что больше от природных условий не столько будем зависимы, решили создать вот то, что вы видите, новое. Для того, чтобы выращивать клубнику, мы больше создаем погоду. Мы, потому что есть капельное земледелие, конечно, солнце нужен. Условия, главное, труд. С гектара получается собрать до тонны клубники. На одном кустике растет не менее 3 килограммов ягоды. Стоит отметить, что Ломали единственный, кто выращивает клубнику в Урус-Мартановском районе. Приобретают лакомства прямо с поля. Клубника, получаемая с этого поля, она качественная, хорошая. Она идет, значит, на рынок именно нашего района, ну и остаток, конечно, из-за предела у нас оптовка здесь закупают, увозят. В общем, для развития сельскохозяйственной отрасли в муниципалитете уделяют особое внимание, благодаря чему создаются и рабочие места для жителей. У нас в районе, значит, 31 тысяч гектаров, это значит чисто сельских земель. Из них пахотных 24 тысячи. На сегодняшний день уже 42% спаханной земли подготовлены к озимому посеву. Да, она поле тяха, у нас штатно цельбяло, 6-7 человек, а так по договору, по контракту у нас сезон работает до 50 человек. Мурана, Виваро, Альба, Магнус, Прими, Априка, Флоренс. Это название сортов клубники, которые будут лакомиться любители вкусной ягоды уже весной. Следующий сюжет моей коллеги Мадины Кураевой из селения Гойты. Наш герой Мадина Махмудова. Хорошая хозяйка, заботливая мать, но при этом еще и находит время и силы заниматься одним из самых важных отраслей – животноводством. У нее около 50 голов крупнорогатого скота. Об особенностях ухода за ними далее. Аппаратное доение коровы позволяет быстро, стерильно и без нагрузки получить молоко. О правильном ведении домашнего хозяйства Мадина Махмудова знает все. Занимается фермерством с ранних лет. А Мадин, а вот тебя они узнают, да? Да, меня узнают. Да. Вот как реагируют? Ну, спокойно, хулкуш. А вот посторонний тогда вяч мяла. Я не читок царь. Да, например, я тоже проверила. Ага. Даже не смотрят. Да. В подворье около 50 коров. Каждой буренке уделяется отдельное внимание. Своевременно прививают и дают витамины. Ферму содержат в чистоте. Породы самые разные. Здесь есть айширская, шведская, красностепная, симентайская и чернопестрая. Кормят коров по рациону. В употреблении есть для них необходимые минералы, например, соль. Доят их утром и вечером. Максимальное количество молока в день получается 300 литров. Это в летнее время. В холодный сезон около 150. Оно сразу же процеживается. У Мадины есть свои клиенты. Отправляются продукты в разные селения района ежедневно. До этого, 5-6 лет назад уже откормочный лелинду, а после уже кузах дойны откормочный лели обежнаш. Животноводство – дело непростое. Важен не только должный уход, но и любовь, полная самоотдача и трудолюбие. От самой фермы они живут неподалеку. В работе Мадине помогает ее семья. Советуются и выручают друг друга при необходимости. داخني جو ديشو قيتش مصمن جو دحقشيس بول بيش جو اتوتنت اسالك ايش ديش ايش دروني جو خز يحقلوت. Вот она, настоящая чеченская женщина, хранительница домашнего очага. Они не только ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей, но и вносят свой посильный вклад в развитие родного края. Массу дикумам тюрдатер, вы ночью задашь ал шамял дол дикума
Мялдал иман биат кшадерики дал эхбертки йошмасира. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. И еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.